Добрый вечер. Был период в истории кино, когда курение в кадре использовалось для придания художественному образу героев таинственности и сексуальности. У тебя нет сигареты, док? Золотым веком табачной промышленности считается конец 40-х, начало 50-х годов, когда знаменитые актеры кино делали курение сигарет неотъемлемой частью своего имиджа. Марлен Дитрих в своих фильмах всем своим видом показывала, чему обязана своей красотой. Убеждали кинозрителей в своей значительности и власти и другие голливудские звезды. Хамфри Богарт, Лоуренс Оливье, Джон Берримор, Фред Астер. Это был золотой век Голливуда и табака. Времена изменились. Десяток знаменитостей умерли от рака легких, в числе которых Хамфри Богарт, Гарри Купер, Джон Уэйн, Бетс Дэвис и другие актеры, многое сделавшие во славу сигареты. Теперь больные американские курильщики подают в суд на табачные компании, говоря, что они не знали о вреде табака на здоровье и, как ни странно, выигрывают миллионы долларов. Голливудских актеров обвиняют в пропаганде курения, и статистика это подтверждает. Он вызывает физиологическую реакцию, подпадающую под определение наркотической. Никотин ассоциируется с чувством наслаждения. Нарушается гематоэнцефалический барьер, и никотин попадает из крови в мозг. Спасибо, доктор. Голливуд, столько лет уверявший нас в том, что сигареты делают нас неотразимыми, начал сдавать свои позиции и снял фильм «Свой человек», основанный на реальных событиях о разоблачении табачной компании, завышающей содержание никотина в сигаретах и использующей в табачной продукции компонент, вызывающий у курильщиков наркотическую зависимость. Сигаретники совершили крупнейший обман американской общественности за всю историю страны. Они убили миллионы. Герой Рассела Кроу, вице-президент крупнейшей табачной компании, сумел доказать правдивость своей информации. Впоследствии его поступок привел табачную индустрию к многомиллионным убыткам и кризису, перевернувшим ход истории всей индустрии. В одной из серий фильма «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер пытается усиленно бросить курить ради себя и любимого человека, который не переносит табачный дым. Помоги мне наклеить антиникотиновый пластырь. У меня сегодня встреча с редактором. Лучше сразу 2. Ты заметил, какой прогресс? Все без обмана. Кажется, я наконец поборола эту вредную привычку. Теперь я почти идеальная женщина. Киноиндустрия дошла до того, что студии соревнуются, в чьих фильмах меньше сцен потребления табака. В современных фильмах курение сигарет подчеркивает неспособность героя справиться со своими проблемами, человека зависимого и слабого. Сигареты. Долой. Все вредные привычки. Долой. Все будет иначе. Сегодня курить сигареты совсем не модно и совсем не шикарно. В сигаретах не осталось былой роскоши. Сейчас это просто вредная привычка.